Здравствуйте, в эфире программа «7 дней плюс», и я ее ведущая Эльзира Юзаева. Ну, начнем эту программу мы с небольшой предыстории. Далеко, конечно, заходить не будем. 30 лет тому назад, в момент принятия декларации о государственном суверенитете и принятия закона о языках в Татарстане, национальное образование начало свой бурный, так скажем, рост. Начали открываться национальные гимназии, татарские классы, татарские школы. И все же, конечно, с тех пор многое изменилось, но какие-то элементы нам все же удалось сохранить. И вот об этом, как живет сегодня татарская школа, мы поговорим с начальником управления национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Ильгизом Халиковым. Ильгиз Ильдарович, хайырлы күннәр, исәнмесез? Хайырлы күн, исәнмесез. Ильгиз Ильдарович, многие говорят, что национальная школа, она потерялась. Насколько это верно изречение? И потому что вот говорят, что в 90-е годы у нас было более 1000 школ с преподаванием на родном языке. Сегодня где-то около 600. Вы согласны с этим изречением или нет? Ну, смотрите, здесь есть объективные причины. Прежде всего, давайте мы начнем с того, что урбанизацию никто не отменял, и сокращение количества школ напрямую связано с контингентом обучающихся, которые у нас в основном в муниципалитетах. Национальные школы, они в основном в районах, а в деревнях это сельские, деревенские школы. И, это не секрет, это естественный процесс. Большая часть людей тянется в районные центры, в города, и, соответственно, у нас возникают такие ситуации, когда контингента достаточного не хватает, и чисто с экономической точки зрения муниципалитеты принимают решение об объединении школ, создании филиалов, и, соответственно, это приводит к сокращению. Но здесь же нужно понимать еще другой момент. Для нас важно то, что мы каждого ребенка должны охватить. Одно дело, исчезает там школа или закрывается школа, но ведь ребенок физически он не исчезает. Для нас важно, этот ребенок где окажется и будут ли предоставлены ему возможности изучать свой родной язык. Вот это самое главное. Но ведь сегодня Татарстан один из немногих регионов, где еще и ведется обучение на родном языке, не так ли? Совершенно верно. Это то, что мы говорим национальные школы, да. Помимо, вот вы сегодня сказали о татарских школах, но мы ведь еще имеем сеть национальных школ с этнокультурным компонентом образования. Это чувашские школы, 87 школ, это 22 удмуртские школы, это 16 марийских, 3 мордовских школы. Причем нужно отметить, что вот для меня это позитивный показатель по сравнению с прошлым учебным годом. У нас удалось сохранить вот этот состав наших вот этих национальных школ. То есть количество их не уменьшилось, как оно было 129, оно так и осталось. То есть это нам в плюс. И, наверное, здесь большую роль, мы отводим все равно муниципалитету, который все-таки очень трепетно к этому относится. Он слышит и наши пожелания, и пожелания членов комиссии по вопросам сохранения и изучения татарского языка и языков народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Это очень важно. Ну и вот эта традиция и вообще работа наших функционеров национальных школ на самом деле вызывает интерес у наших соседних республик. То есть они очень интересуются этим. В каких-то моментах, вот я могу честно, откровенно сказать, что мы даже положительные отзывы получаем от коллег из соседних национальных республик, языки которых представлены на системе образования нашей республики, что на очень высоком уровне построено у нас обучение и изучение родных языков. Но что касается национальных школ, здесь тоже нужно отметить, что самого термина в законе об образовании ведь нет национальная школа. То есть там мы говорим об изучении языка и обучении на языках. То есть самого термина национальная школа, ее нету. Но в то же самое время это же не ставит нам запрет вести работу именно вот в этом направлении. Тем более, что для этого есть самое главное, это педагогический состав, который может обучать детей на своих родных языках. Сейчас тенденция такая прослеживается, и вы это, наверное, лучше меня знаете. Все-таки предметы естественно-научного цикла у нас преимущественно на русском языке. Но здесь больше продиктовывается, наверное, главным фактором, главным доводом это сдача единого государственного экзамена. То есть большинство родителей опасаются, что ребенок не сдаст. Да.
Ну, наверное, доля правды в этом есть, потому что не все могут как бы очень легко перейти с одного языка на другой. То есть у кого-то гуманитарный склад ума, у кого-то там, допустим, естественно, прикладное направление лучше. Вот я сам как гуманитарий, для меня всегда комфортно, конечно, больше интересен языковой материал, нежели цифровой. Поэтому доля правды есть и у тех, и у этих, как говорится. Но все равно мы думаем, что не думаем и транслируем для детей, для родителей, что все-таки это не мешает. Потому что мы же, когда говорим о переходе с одного языка на другой, все-таки мы говорим о термине код-свитчинг, когда мы, переходя с одного языка на другой, активизируем нейронные связи в головном мозгу. Ну вот вы как раз коснулись вот этой темы билингвального, полилингвального образования. Вы знаете, я буквально вчера только была в детском саду, и воспитатели говорят, что сегодня у многих детей теряются, точнее, они приходят в детский сад, например, в 3 года, в 2 года, и они не имеют речевых навыков. И потому родители считают, что лучше будет, если ребенок будет знать хотя бы один язык. И многие, между прочим, и логопеды, и дефектологи именно на этом и настаивают. А вы как считаете? Все-таки, если ребенок растет в билингвальной среде, это лучше для него, для развития или нет? Лично мое мнение, как специалиста, филолога, я сам билингвальный специалист, у меня двухпрофильное образование, я считаю, что все-таки билингвал, он намного выше, чем монолингвал. То есть я могу это подтвердить и специальными исследованиями, которые проводятся Центром языка и мозга Высшей школы экономики, кстати, с которыми мы заключили в 2023 году соглашение о сотрудничестве. И есть конкретные исследования, которые показывают, что люди, которые владеют 2 и более языками, они меньше подвержены таким заболеваниям, как афазия, там, деменция. Это на самом деле очень страшное заболевание. То есть фактически человек, он отсутствует в обществе, то есть никого не узнает из близких. А переходя из языка на язык, как раз-таки мы вот купируем вот эти вот опасные вещи. И то, что говорим, родители говорят, что все-таки пусть у него будет монолингвальная среда, мне кажется, это поспешно, потому что мы сковываем ребенка в его развитии, потому что вот билингвизм, он имеет, точнее, не совсем имеет обратный ход. То есть есть период времени, когда с 6 до 7 лет, до 6 до 7 лет формируется вот речь ребенка. Если базис у него есть именно на родном языке, на основе типологического сходства можно усваивать другие языки. В принципе, в моем детстве так и происходило. То есть я фактически сам вот родился, жил в полилингвальной среде. То есть это был родной татарский язык, это обычная среднестатистическая русская школа, где учителя преподавали предметы и на русском, и на татарском. То есть когда непонятно было, они переходили. То есть обычная русскоязычная школа. Это круг общения ребят, которые говорили на башкирском языке, которые говорили на чувашском языке. То есть, наоборот, это только обогащало. И, понимаете, вот ребенок, который будет носителем одного языка, а преимущественно будет говорить на другом языке, спустя определенный период времени, вот до школы, скажем, да, дошкольный период, когда он будет идти в начальную школу, вот обратный билингвизм, он очень сложный, и это подтверждается наблюдениями и изысканиями ученых. То есть обратный билингвизм, он крайне сложный. Поэтому, мне кажется, наоборот, мы должны максимально взять вот этот промежуток времени до школьный период, где у нас формируется речь в семье прежде всего, а потом мы переходим с ребенком в возрасте 3 лет и до 7 лет в дошкольную образовательную организацию, вот максимально билингвизм должен быть именно там. То есть, это мое мнение, но я опираюсь на исследования своих коллег из Центра языка и мозга. Ильгиз Ильдарович, вот еще родители многие жалуются, которые стоят по другую сторону. Они говорят, что вот мы отдаем своего ребенка в детский сад, да, ребенок прекрасно владеет, например, родным языком, родным татарским языком. Но как только он приходит в татарскую группу, он вдруг начинает забывать этот свой родной язык, потому что большинство детей там говорят на русском языке. Вот как вы считаете, все-таки в татарских группах, вот в татарской среде, как должно происходить вообще сама система воспитания и образования? Смотрите, детский сад – это прежде всего, конечно же, мы говорим о режимных моментах, правильно? И о кадровом потенциале. Здесь я не хочу камень ни в чей огород бросать, но есть такая вот простая истина. Если у нас педагог, который работает в дошкольном образовательном учреждении, он билингвал, то есть здесь проблем не будет. То есть если он знает 2 языка, он может переходить с одного языка на другой. Но если он монолингв, то есть дети будут вынуждены слушать эти режимные моменты только на одном языке. То есть здесь, конечно же, детским садам, заведующим детских садов нужно обратить внимание при подборе персонала, именно воспитателей, которые должны быть носителями, не носителями, а должны знать 2 языка. То есть у него родной язык, и еще он знает 2 государственных языка Республики Татарстан. Вот. А то, что вы сказали, вот процесс
когда дети переходят уже только на русский язык. Ну, это вопрос ассимиляции тоже есть, конечно. Я его не могу на второй план перевести. Это естественный процесс, но это же в руках воспитателя, понимаете, если он будет на самотек это отпускать, то действительно ему проще будет этому воспитателю говорить только на одном языке, который понятен для всех. А если ты будешь транслировать и дублировать, вот, ну, это же несложно на самом деле. Приглашая детей на зарядку, зарядка ясарга шокрганда, говорить это дублировать, и все равно дополнительным бонусом будет только идти. И ребята, вот как раз дети в этот период, они как раз накапливают словарный запас. И в детском саду ведь главный принцип какой? Там именно языковое гнездо. Вот там как раз формируется. И если мы вот этот момент не будем игнорировать, мы уже перестанем друг друга обвинять. То есть у нас сейчас как происходит? Родители обвиняют детский сад, а детский сад, когда уже детей отправляет в школу, уже обвиняет уже школьные работники, могут обвинять детский сад, что, мол, пришли неподготовленные. Да, вы не доглядели, вот смотрите, а нам с этим работать. Но первично все-таки из семьи идет. То есть если там есть традиции, есть внимание к языку, есть внимание к билингвальным вот этим вот моментам, мне кажется, вот этого можно избежать. Но это вопрос, может, глубокий, может, и не стоит сейчас затрагивать. Это, наверное, предмет отдельной беседы, вопрос национальной самоидентификации все-таки. То есть это вот в сердце должно быть, это должно быть заложено. То есть ты должен переживать за судьбу своего языка. Я вот сказала в начале программы, что много изменилось за 30 лет, да, но самые глобальные изменения, конечно, произошли за последние 5-6 лет, да. То есть сегодня у нас по закону родители выбирают и язык образования, и язык изучения. Вот если в первые годы, когда закон вступил в силу, в Татарстане свыше 80% родителей выбирали в качестве родного языка свой татарский язык, то сегодня эти цифры с каждым годом уменьшаются все быстрее и быстрее. Мы видим вот это уменьшение, которое так стремительно растет, и с чем это связано и как остановить? Вы очень верно заметили то, что начиная с 2018 года у нас были внесены изменения в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, 273 ФЗ, да, в части выбора родителями родного языка как предмета для изучения. И так или иначе, вот я в предысторию начал говорить о национальном самосознании. Для меня, вот как для, наверное, пессимистичного оптимиста, наверное, это как раз-таки один какой-то показатель, потому что через вот этот процент выбора родного языка на самом деле мы видим этномаркер, то есть уровень зрелости родителей при выборе родного языка. Но то, что мы говорим, то, что снижение есть, этот период наблюдался, но последние 2 учебных года все-таки я динамику в положительную сторону вижу. То есть это, наверное, все-таки системная работа на местах. И, наверное, то, что прислушивается у нас все-таки наше педагогическое сообщество, наши уважаемые директора, учителя родных языков, к тому, что нужно системно в этом направлении работать. То есть есть количественные показатели, есть качественные показатели. И человек так или иначе все равно привыкает, педагог привыкает к тому, что есть у нас заявленные контрольные цифры, к которым мы должны стремиться. Вот, пример, давайте рассмотрим вопрос процента и количество детей, которые после 9 класса выбирают родной язык в качестве предмета по ОГЭ, основной государственный экзамен. Если прошлый учебный год у нас было 2036 обучающихся, 2502 обучающихся выбрали родной язык, здесь и чувашские, и удмуртские языки тоже сидят, а в этом году мы уже выходим на цифру 4060. То есть это ведь... Ну, это же в 2 раза почти, да? Практически, да. Ну, я боюсь сглазить и не хочу как бы на этом сильно тоже концентрировать внимание. А что дает это? Вот выбор родного языка. Понимаете? Это после 9 класса, как я понимаю, да? Да. Что дает это? Ну, на самом деле, я вот этими цифрами уже считаю, что мы можем закладывать фундамент к выбору татарского языка, чувашского, удмуртского и так далее языков в качестве единого республиканского экзамена, понимаете? То есть этот контингент детей, вот из них, даже если 10% сегодня выберут в качестве единого республиканского экзамена свои родные языки, представляете, какой процент хороший. То есть мы подготовили почву. Но это, вот видите, я показываю пока на уровне основной и средней школы. Но, кому нужны будут эти результаты? Вы знаете, вот так или иначе, когда я общаюсь и с коллегами из субъектов Российской Федерации, и с коллегами в федеральном центре, частенько задают вопрос, а у вас как ребята выбирают экзамен? У вас вообще интерес есть к этому?
И я, когда показываю динамику, то есть я это с гордостью делаю. То есть федеральному центру тоже интересно. То есть, значит, внимание к языку есть, соответственно, есть потребность у этих детей дальше изучать язык. Эта потребность есть. То есть это какие-то филологические направления, конечно, да? Конечно. Образовательные это направления. контрольные цифры приема в высших учебных заведениях. То есть они существуют сегодня, они есть? Естественно, потому что это же контрольные цифры приема, они согласуются с Министерством просвещения, Министерством науки точнее. Нет, но сегодня, чтобы поступить, например, в КФУ на филфак, какие экзамены нужно, по каким экзаменам нужны результаты ЕГЭ? Ну, смотрите, если мы говорим про татарский язык, то есть обязательно мы учитываем единый республиканский экзамен. То есть он учитывается? Да, да, естественно. То есть они ведь еще и сдают экзамен, там внутренний получается. А перед тем, как сдать внутренний экзамен, хороший прогон можно провести именно в рамках единого республиканского экзамена. То есть вот эти вот моменты все-таки нужны. Но понятное дело, что каждый вуз может в приемной кампании и в документах по приемной комиссии посмотреть вот те моменты, которые будут ребят привлекать. То есть он может включить в свою приемную кампанию, в программу, да, какие-то предметные олимпиады, победители которых будут автоматом зачисляться. То есть вот это вот небольшая такая у меня голубая мечта есть, но такая практика есть в определенных субъектах, и его надо сейчас перенимать, мне кажется. То есть нужно работать в этом направлении, да? Нужно находить какие-то точки соприкосновения, так ведь, и школы, вуза. Однозначно. И причем нужно исходить из тех возможностей, которые предоставлены нам законом об образовании и федеральными государственными образовательными стандартами. То есть вот я не математик, но в данном случае, наверное, использую термин константа. Да? Есть константа, вот неизменяемое число и неизменяемый показатель, это требования федерального государственного образовательного стандарта и федерального закона, отдельных ее пунктов, которые в части изучения родных языков. А есть переменные, там, допустим, переменные — это то, что может какие-то обновления в АВГОС произойти, могут изменения вноситься в федеральный закон об образовании, но константа, базис, он все равно одинаковый остается. Скажите, а то, что касается, например, вопросов, которые даются на экзаменах, да, скажем так, ведь изучая татарский, условно говоря, татарский язык 2 часа в неделю, может ли ребенок быть подготовлен к этим экзаменационным вопросам? Здесь я все-таки скажу, что это мастерство педагога. То есть, ну, это много или мало? 2 часа – это мало. Я даже у себя в социальной сети ВКонтакте на своей страничке даже как такой анонимный опрос проводил. Какое количество вы считаете, что будет оптимальным? То есть где-то указал час, 2, 3, 5 и так далее. Ну, большинство ответов свелось к 3 часам. То есть 2 часа языка, 1 час – это литература. То есть большинство. А на второй позиции было уже по 4 часа, по 5 часов и так далее. То есть я участников опросов не видел, но насколько он был охвачен, сколько людей в нем приняли участие, позволяет мне смотреть, что все-таки вот золотая середина некая существует, вот 2 плюс 1. То есть и как бы мы аккуратно так и предлагаем образовательным организациям все-таки вот этот золотой базис использовать. Да, все-таки 3 часа. Больше можно, меньше уже будет тяжело. Это я как учитель, как педагог, как филолог говорю, как специалист в области билингвизма могу вот с уверенностью сказать, что менее 2 часов и 2 часа это, конечно, маловато все-таки. Ну, это же говорит еще и о статусности языка, так ведь? То есть вот когда родители говорят, а зачем нам учить больше? Вы говорите же, анонимный опрос был, да? То есть родители уже думают, что это будет как-то нагружать их дитя, да? То есть вот он может, например, 3 часа в неделю заниматься физкультурой, а 3 часа языка родного ему будет слишком много, не так ли? То есть это вот опять-таки мы возвращаемся к вопросу самосознания, не так ли? Вопрос самосознания, вопрос, наверное, глобальный такой вопрос мотивации. То есть так или иначе родитель, ведь он задает вопрос, а что даст мне конкретно изучение своего родного языка. Ну, здесь такие неоспоримые вещи, наверное, я сейчас поднимать не буду, то, что все-таки это родной язык, это сакральные такие вещи, то, что... Но люди сегодня прагматичны. Да, они рассуждают прагматично. Но в этой связи я частенько сейчас использую вот эти вот доводы, которые я узнал благодаря исследованиям Центра языка и мозга. То есть это физиология, это необходимо. Это продление молодости, это дополнительные возможности для детей, которые вот переходя из одного языка на другой, то есть они активизируют деятельность своего мозга. Да вот хотя бы на вас посмотреть. Вот вы в совершенстве владеете и русским, и татарским. Да, да. Ну, здесь все-таки, наверное, семейные традиции больше наложили отпечаток, потому что
У нас даже с братом была такая вот конкуренция. Раньше же ведь по телевизору мало было информации, то есть немного было. Мы брали программу телепередачи и переводили его на татарский язык. И кто быстрее это делал и качественнее. То есть мы находили фильм, допустим, в строке «Пираты 20 века» Германчо, «Асар пиратлары». То есть мы так соревновались. Это автоматически практика. Буквально, да, сразу? Да. Вот это вот до автоматизма доходило. Ну и языковая среда все-таки она очень сильно влияет. То есть когда я слышал, что отец мой переходит с одного языка на другой легко, то есть мне охота было тоже вот, не подкачать и сделать точно так же. То есть вот это вот подогревало. Между прочим, вот в прошлый раз в программе был у нас из Питера молодой человек, и он был просто поражен. Как вы так с режиссером с одного языка на другой переходите? Ему было это интересно было, он говорит, это же удивительно просто. Ну да, Поэтому... да. Хорошо, вот мы коснулись, конечно, и вопросов количества, да, часов, и вопросов качества образования. И все же вот то, что касается качества образования. Сегодня как формируется именно кадровый потенциал? Кадровый потенциал, ну, смотрите, у нас есть учителя. Вот все ли готовы идти в школу, где им говорят, ну, будет у тебя там 18 часов максимум? Ну, здесь есть такие моменты, когда мы можем искусственно, ну, не сколько искусственно, а вот именно конкретными мерами привлечь То есть это наших какие-то учителей. кружки, да? Я здесь материальную сторону сейчас смотрю. Вот смотрите, с прошлого года у нас грант «Наш молодой учитель» возобновлен, да, спустя 2-3 года. Это вот для меня вообще шикарное наше достижение, потому что к тем 18 часам, когда молодой педагог, учитель родного языка еще получает грант, и он получает его в течение 3 лет, это, конечно, хорошее подспорье. То есть ко всему этому ведь он может еще кружковую деятельность вести, а он может заниматься, если у него есть возможность, репетиторством, к примеру, да, то есть он в среднем может выйти на очень хорошую заработную плату, которая для молодого специалиста она будет достойной. То есть вот этот момент. Но нужны ли еще какие-то поощрительные все-таки? Я считаю, что нам, вот мы с этого, как бы в этом направлении очень хорошо продвинулись. Это конкурсы профессионального мастерства и их премиальные фонды. Для меня вот это очень важно. Уже в этом году 2-й раз, точнее 3-й раз мы будем проводить всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». И, кстати, он будет в этом году в сентябре месяце проходить в городе Казань, потому что прошлый год для нас он был таким триумфальным. Из всех участников, а было 72 участника, у нас учитель татарского языка и литературы Алина Шагараева, учитель гимназии номер 13, она вошла в 5 лучших, а наша воспитатель Айслу Лутфулина, она стала абсолютным победителем, и это позволило конкурс перенести на нашу площадку. И более чем я хочу сказать, просто. что из 72 вот этих учителей, я пока воспитателей не трогаю, да, из 72 учителей 3 учителя как раз в конкурсе принимали участие как учителя татарского языка и литературы. И они были, кстати, из других регионов еще, Из других регионов. Это Свердловская область и Тюмень. Да. Халида Керамова. Причем здесь я с гордостью педагог. могу сказать, что всех 3 учителей, в принципе, готовили мы. Понятно, что при поддержке этих областей. Но эти учителя проходили через жернова наших конкурсов, понимаете? Ведь у нас конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы» он проводится с 2016 года. И победитель этого конкурса автоматически получает право представлять себя на России. То есть прошлый год это у нас победитель Керамова, Халида, Тюменская область, и Алина Шагараева. Вот она как раз-таки, они представляли свои регионы на всероссийском конкурсе. И когда из 72 в пятнашку попали 2 учителя татарского языка, а потом уже в 5 попала наша учительница из Казани. Для нас это был, конечно, большая победа. Ну, я надеюсь, что мы конкурс проведем, как всегда, как можем, по-татарски, масштабно, в лучших традициях Татарстана, да, не так ли? Да. Ведь это важно показать и другим регионам. Так Совершенно верно. И все-таки вот конкурсы профессионального мастерства, которые у нас проходят, показывают, что все-таки мы были в правильном направлении. И то, что Федеральный центр, Федеральный институт родных языков теперь является официально оператором этого конкурса, это очень замечательно. Это большое внимание учителям как раз родного языка. Ну, дальше больше посмотрим. Возможно, какие-то номинации появятся, возможно, еще вариации этого конкурса. Ведь у нас еще один конкурс есть, который вот мы недавно завершили. Это мастер-класс учителей родных языков, где у нас принимают участие, помимо учителей русского, татарского языка, учителя по чувашскому, удмуртскому, марийскому, мордовскому языкам. И вот последние результаты я смотрел, когда мы объявили победителя, да. И опять-таки мы в своем паблике ВКонтакте разместили информацию о победителях. И буквально, когда вчера просматривал, по-моему, около 70 тысяч просмотров только было. Представляете, какое большое количество уже интересуется этим конкурсом. Тем более ведь финансовая сторона есть. То есть победитель, помимо того, что он получает вот титул победителя этого конкурса, еще финансовая сторона есть. Это тоже хорошо.
Ильгиз Ильдарович, ну если смотреть на будущее языка, каким вы видите его сегодня? Вы знаете, я очень бы хотел видеть будущее нашего языка готовым к изменениям и готовым легким к этим изменениям. То есть в плане того, что для меня, как для филолога, всегда важна функциональность языка, широта его практического применения. То есть если мы вот это вот пространство применения языка увеличим за счет оказания государственных услуг на государственных языках, использования в общественности, в общественном транспорте, в планшетах, программах, чтобы в его играх. можно было слышать, видеть, чувствовать. То есть так? аудиальность, визуальность вот этого контента, она в разы должна увеличиваться. Мы даже вот создали небольшую такую команду, инициативную группу Татнейра, мы его назвали. Мы сейчас озабочены тем, что татароязычный сегмент в искусственном интеллекте очень мал. Мы тут уже опаздываю, наверное, на 2-3 года. Вот у нас задача сейчас максимально контент наполнить в интернет-пространстве, чтобы при нажатии на кнопку мы могли получать информацию уже на татарском. Ведь сейчас немножко по-другому проходит. Идет отсылка на англоязычный сегмент, он переводится на русский, и потом только переводится абы как на татарский язык. И мы получаем, то есть, не тот материал, который изначально хотели. Да. Ильгиз Ильдарович, ну, на самом деле, я думаю, что у нашего языка будет прекрасное будущее, если у нас такие руководители, прогрессивные, такие активные. Спасибо. А я хочу вам сказать, что сегодня гостем нашей программы был начальник управления национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Ильгиз Халиков. Бигзур Ахмед сизге. Бигзур Ахмед. Сау болыңыз. Сау болыңыз.